Мен келем, но жығыламын дегенейім. Қазір білесіз ме, кейлікке отырдық та тотырдық. Міне олай түшәлі-міне, хавалған сайын. Өзіңіз көріп тұрасыз, біз ендетеге дюймовочкалар түгел. Родные габариты. Да, родные габариты. Сіз ярыйда теге әзгіне теге кілеват етіп кіна отырасыз, да біз бек қошап отырабыз. Сіз тегін наманағына шүметіп отырасыз. Біздің стәл пашки пустой. Әлі істеуіне тағын икісі істелді. Өзі істелді жетмей. Тағын икі ұлашып келіп отырдылар. Мына қуыша ашығыз қазір. Яқшы кіші көп болырға түйшілі дейін. Мен енді дұрыстан да әзірленмедім. Валлахи етім. Жырда бермедім хәтті. Но бір гіне көптен жырлап кетем. Попробуй. Но вдруг получится, да? Алада бейті юлар, ұзының өмірдер, язылар хәмі күзідер, шатлықлы күннер, яшисі ғымыр, яшәрәлір әлі, үтәсі юлар, үтедір әлі, юлармы түгіл, әр бір күннәріні, шын досылар білән, яшисі идің. Бекзір рахмет, шын достар. Алия Халидова. Рахмет ясым. Лен, құтладың енді жаны қайын. На самом деле, русчайки, мәрішейки, ұрыслар, олнамаслар. На самом деле, с Лилькой 27 лет тому назад это произошло. Я пригласил пока. На самом деле пригласил эту певицу в Пермь на гастроли. Приехали очень легендарные артисты. Это Флёра Сулейманова, Фарида Хатыпов. Көп артистlar келді. Но на вокзале я ждал одну. Я ее ждал. Вы знаете, они спустились с поезда. Всех узнал. И я говорю, а где Лилия Халидова? И передо мной встала такая скромная, совсем худенькая, но красивая, прекрасная. Сейчас красивый. Да вы знаете, да. А я ее реально не узнал. Вот это же я. Я был влюблен в нее с малолетства. На самом деле она была красавица. Когда она брала брюнетку на кассете, когда я смотрел, она была брюнетка. Но передо мной встала блондинка. Может быть, тогда я еще не успел что-то сказать этой прекрасной женщине. 27 лет тому назад я был влюблен в эту женщину. И 27 лет я действительно всегда боялся что-то ей сказать. Я ей всегда говорю, Лилька, ты мой лучший друг. Лилька, ты классный пацан. Но будь рядом, понимаете? Молчи. Вот вы знаете, 27 лет назад, когда я жил эти 27 лет, я никогда себе ничего не искал в этой жизни. Что такое любовь? Любовь, она приходит и уходит. Остается только бытовка. Вот вы знаете, честно скажу, да, пройдя вот эти 27 лет нашего знакомства с Лилькой, у меня было очень много чего в жизни. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Теперь мне 45. Понимаете? Ведь в 45 люди осознанно идут к чему-то. Вы со мной согласны? Да! Да! Я не слышу. Да! 45 лет. Мне, многие знают, да, сегодня здесь много мусульман и православных. Но я, родившийся в семье мусульман, мне дали имя Линарис, Мулла Ушханисов. Но через какое-то время я принял другую веру. Я стал православным. И я этим горжусь. И вот сегодня мне подарили одну такую прекрасную вещь. Это икона. Для меня икона это, наверное, очень сильное чувство.
Икона — это мое чистое признание. Икона — это моя искренняя любовь. Лень, ты знаешь, насколько я верен Богу. Ты знаешь, насколько я благосклонен к Богу. Лень, мы прошли, как ты сказал, огонь, воду и медные трубы. 27 лет. Мне нравится, я начинаю волноваться. Лин, я хочу, чтобы Ильгиз, иди сюда. Подержи вот эту вещь, это называется икона. Мне ее сегодня подарили. Это ангел-хранитель. Это ангел, который хранит. Православные, наверное, знают, что это такое, да? Я перед этой иконой, Лин, мы с тобой друзья. Что бы в этой жизни не было, да? Ты меня знаешь от и до. Наверное, вот здесь 100% сидят людей, не знают даже 10%, чего знаешь ты. Вот из этих 90% не знающих, не понимающих, а может осознающих, сегодня должны знать. Хамитова. Лиля. Прости меня, Господи. Лиля, я люблю тебя, я ценю тебя, уважаю твою семью. Все, Ленарис устал быть свободным. Лина, я искренне прошу твоей руки. На самом деле, многие же ищут себе, что бы ни искали, да? В этой женщине я нашел в себе, во-первых, это любимый человек. Это друг. Это сестра. Это мама. Я всегда хотел, чтобы именно такая была жена. Много женщин, их очень много, но такая, как она одна. Это Лилия моя. Она не знала. Я вообще не знала. Она на самом деле не знала. Она сегодня даже приехать не хотела. Я был настолько расстроен. Но когда я позвонил Лилии, ну как, а мне даже вопросы не задали, я должна ехать, и она приехала. Да! Ответ! Почему от меня всегда только шутки ждут? Я серьезно встал на колено. Я попросил, я готов. Да. Allah başı kameraman yes jigit. Mana специально шушы формаға киганники тул емес. Это 27 ел кітті. 27 лет он ждал, чтобы я немножко соответствовала фасаду. Ленарис Гюбрик, конечно, в шоке. Всегда отказ? Нет, какой отказ? Ты что? Разве отказываться от такого? Я потому что столько отказывала, ждала чего-то, ну, видимо, я тебя ждала. Знаешь, я согласна.